В 2027 году ожидается рост по всем ключевым макроэкономическим показателям. Совокупный объем производства товаров, выполнения работы и оказания услуг составит 246 миллиардов рублей, что соответствует 125% от фактического уровня 2025 года и 106,6% от планового показателя 2026 года. Совокупная прибыль по всем отраслям экономики прогнозируется в размере 10,2 миллиардов рублей. Фонд заработной платы 11,7 миллиардов рублей. Кабмин утвердил прогноз социально-экономического развития Республики Абхазия на 2027 год. Показатель численность занятых в отраслях экономики прогнозируется на уровне 52 тысячи человек. При этом фактический показатель 2025 года составил 43,3 тысячи человек. На текущий момент по показателям 2026 года, именно истекшего полугодия, выводы делать рано, потому что данный отчет не включает в себя итоги деятельности курортной сферы. И к концу года мы ожидаем, что показатель 2026 года также покажет прирост по сравнению с предыдущим годом. Вместе с тем, структура экономики сохраняет выраженную ориентацию на торгово-сервисный сектор. Наибольшая доля в общем объеме производства приходится на торговлю, это порядка 57,6%, услуги 9,5%, строительство 8%, курорты и туризм 11%. На промышленность приходится 4,7%. Действительно, мы должны стремиться к тому, чтобы и экспорт мы могли стимулировать, ну и, разумеется, внутреннее производство развивать для того, чтобы сокращать импорт. Сокращать импорт не из-за того, что это просто там так надо, а для того, чтобы внутри производительность труда выросла, причем во всех сферах экономики, в том числе через меры господдержки, которые реализуются правительством. В частности, я хочу сказать о государственной программе развития сельских территорий на 2026 год, о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, о реализации мер по предоставлению льготного финансирования в рамках сотрудничества с Российской Федерацией. Правительство утвердило временный порядок и границы использования полосы отвода железных дорог. Необходимость разработки данного проекта обусловлена тем, что действующая нормативно-правовая база республики не содержит четкого регулирования деятельности в зонах, прилегающих к железной дороге. Это создает ряд рисков, связанных, в частности, со строительством капитальных строений, зданий вблизи железнодорожного полотна и объектов железнодорожной инфраструктуры. Все виды работ, которые будут проводиться на полосе отвода Абхазской железной дороги, только будут проводиться с согласованием Абхазская железная дорога. На сегодняшний день присутствуют моменты, когда без нашего ведома, без нашего участия проводятся работы, согласовывают с городами и районами, но без нашего участия. Решения местных органов управления, другого уровня решения, правительственные акты на самом деле давали возможность при отсутствии нормативных документов строить в том числе капитальные строения совсем вблизи железной дороги. Сейчас эта возможность исключена, запрещается. Здесь я очень прошу всех вместе. Железная дорога, Абхазская железная дорога в этой цепи одной из самых главных звеньев. Но и кадастровая палата, и Министерство экономики, Министерство внутренних дел, не зря вопрос совершенно задан. Возможно, по каждому конкретному случаю, когда будут разбираться, надо будет потом принимать решение. Здесь нужна четкая координация взаимодействия на основе правовых документов. Решением правительства полномочия регулирования сферы использования воздушного пространства и авиации страны переданы Министерству экономики, а Минздрав Абхазии официально наделяется полномочиями по размещению государственного образовательного заказа на подготовку специалистов по медицинским и фармацевтическим специальностям. За Министерством здравоохранения закреплена функция размещения государственного образовательного заказа. Однако, учитывая, что в ведении Минздрава находятся образовательные организации Сухумское и Гагрское медицинские училища, возникла необходимость юридически закрепить за Министерством право прямого управления объемами набора студентов. Это позволит ежегодно, опираясь на реальную кадровую потребность, определять количество бюджетных мест.
по конкретным специальностям в наших училищах и быстрее закрывать дефицит среднего медицинского персонала в наших медицинских учреждениях. С 1 сентября по 1 декабря этого года будет проведена перерегистрация получателей пенсии. Перерегистрацию можно проводить при личной явке пенсионера. В случае невозможности явки по состоянию здоровья перерегистрация осуществляется по месту жительства пенсионера с выездом уполномоченного сотрудника в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления. Выплата пенсии пенсионерам, не прошедшим перерегистрацию в установленный срок, приостанавливается с 1 декабря 2026 года. Утвержден перечень заболеваний, при наличии которых граждане не могут усыновить или удочерить ребенка, а также взять его под опеку или попечительство. Также утверждены правила передачи детей на усыновление и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Республики Абхазия. Установленный порядок формирования и использования банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, Кабинет министров утвердил новый перечень доходов, с которых удерживаются алименты. Проект устанавливает, что алименты удерживаются со всех основных видов заработной платы, денежного содержания, надбавок, премий, авторских вознаграждений как по основному месту работы, так и по совместительству. В перечень включены доходы от предпринимательской деятельности за вычетом документально подтвержденных расходов, выплаты по акциям, дивидендам, доходы от сдачи имущества в аренду, а также выплаты по гражданско-правовым договорам. Проект строго разграничивает доходы, подлежащие удержанию, и социальные выплаты, защищенные законодательством. Алименты не будут удерживаться с пенсии по случаю потери кормильца, разовой материальной помощи при чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях, смерти членов семьи, а также с компенсацией за служебные командировки и с выплат по рождению ребенка. Правительство установило круг юридических лиц, имеющих право на использование официального наименования Республика Абхазия или АПСН, а также слов и сокращений производных от этого наименования. Согласно постановлению, разрешение будет выдаваться Министерством юстиции при соблюдении юридическим лицом одного из следующих условий. В частности, если юридическое лицо имеет филиалы и представительства на территории более половины административно-территориальных единиц Республики Абхазия, если более 25% голосующих акций или уставного капитала находятся в собственности государства, и если более 25% голосующих акций или уставного капитала принадлежат юридическому лицу, учредителем которого является государственный орган. Кабмин внес изменения в постановление об утверждении крупных размеров наркосодержащих растений. Документ представил вице-премьер-министр внутренних дел Роберт Киут. В данном постановлении хотим разграничить промышленное, скажем так, производство и в том числе, как говорится, либо халатное отношение в целом к растениям северного участка, либо, как говорится, для личного пользования. То есть разграничение именно здесь предусматривается увеличение количества корней наркосодержащих растений. У нас их перечень внесено 8 на территории Республики Абхазия, с 5 до 10. Решением правительства утверждена целевая научно-техническая программа, научно-исследовательская концепция по возобновляемым источникам энергии для автономных энергопотребителей в условиях Республики Абхазия. Проект разработала Академия наук Республики, а выполнять его будет Сухумский физико-технический институт. Утверждено положение о порядке предоставления государственного имущества в аренду, методики расчета минимального размера арендной платы и перечня видов государственного имущества, предоставления в аренду которого не допускается. В августовском поручении президента это один из ключевых аспектов был по повышению эффективности использования государственного имущества, в том числе имущества, которое предоставляется в аренду. Этому документу предшествовала очень огромная масштабная работа. Документ был разработан в марте текущего года, у нас сегодня август, и вот с учетом особенностей, с учетом правоприменительной практики, вообще практики в принципе, сложившейся за последние годы, вот это все прорабатывалось совместно с уполномоченными органами
с кабинетом министров, с администрацией президента. И вот итоговое решение, на которое мы вышли. Я так полагаю, что мы точно должны подойти к определению справедливой стоимости при предоставлении госимущества в аренду, и не только в аренду, но и при приватизации. Очень много примеров мы можем привести, вы сами об этом знаете, сталкиваясь, как говорится, с действительностью. Когда государство арендует помещения совершенно по другой стоимости, по другим ценам, по коммерческим ценам, и при этом сдает государственное имущество в разы меньше. Ну, такое, наверное, не должно по сути происходить. Соответственно, стоимость должна иметь адекватную цену. И вот мы к этому результату сегодня подходим. Кабмин Абхазии одобрил проведение переговоров и подписание протокола между ГТК Абхазии и ФТС России о взаимном признании результатов таможенного контроля в электронном виде. Шазина Ханагова, Заур Илиев, Абхазское телевидение.